Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассалам аля Расулихи Мухаммадин али асхабихи аджмаин. Абдул-Гафур Мухаммад. Абдул-Гафур Мухаммад, народ его очень хорошо знает. Джамаат Делыма, оттуда, как его направили, он поехал в Карата, после Карата был в Ботлихе, в Нечаевке. Везде, где он был, куда бы ни отправлялся, джамаат ему давал очень высокую оценку. Они его ценили, и он был достоин этого. Не все алимы одинаковые. Когда он поехал в Карата, это было время, когда он там находился. Однажды я увидел его и в беседе спросил: «Как дела? Как джамаат?» Он ответил мне, когда я спросил о Дебире, имаме, какой он и что из себя представляет. Валлах ответил: у них Дебир, который каждый год ездит в хадж, а среди джамаата нет ни одного человека, который бы туда поехал. Вы обратите на это внимание. В тот год, когда он приехал туда, там один, по-моему, сказал, 2 автобуса людей поехало в хадж. До того времени, хотя прошло столько лет, как разрешили отправляться в хадж, оказывается, ни один человек из джамаата туда не поехал. Почему? Наверное, потому что джамаату не рассказывали и не уделяли этому внимания. Куда бы он ни отправился, каждый джамаат получал его баракат. Он был человек уровня иршад. Пользы от него было не меньше, чем от людей иршада, если даже не больше. Что делать, когда такое оказалась воля Аллаха? Но он ушел от нас. Он был очень нужным человеком. Он был совершенным алимом. Он был алимом, владевшим явными и тайными науками. Люди ведь различают разговор, который ведется поверхностно, не от сердца, и тот, который исходит изнутри, из батына. Вы тоже, наверное, слышали множество его проповедей. Он был полноценным алимом. Он также был из людей иршада и был достоин этого. Но такова была воля Аллаха. Он был человеком уровня иршада. Дай Аллах, чтобы он стал обитателем рая. Что поделаешь? Что еще вам рассказать? Он человек, которого люди знают. Мне нечего добавить. Везде, где он бывал, не найти человека, который бы его критиковал. Каждый хвалил его, давая высокую оценку. Те, кто с ним так поступил, они не могут быть мусульманами. Мусульмане такие вещи не делают. Сколько они убивают алимов, которые ни в чем не виноваты. Наступит день, когда все выявится и станет известно. Ничто не может длиться бесконечно. Не зря говорится в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалам, наступит время, когда человек будет стоять у могилы своего брата по вере и думать: оказался бы я в ней вместо этого усопшего. Почему же? Потому что он не найдет покоя на этой земле. Разве просто так человек такое скажет? Быть может, это время еще продлится до появления Махди. Лучше не будет, если только не ухудшится. Дай Аллах всем нам сабру. Сабру — это то, что нам нужно больше всего. Что поделаешь? Нет иного выхода, кроме как терпеть предназначенное, предначертанное.